Российский конгресс народов Кавказа. Вот. Мы приглашаем председателя этого серьезной организации Татаркулова Алия Хасановича и вице-президента Камжата Кальчилаева. Ассаламу алейкум, братья татары. Татары поволжские, татары крымские, татары сибирские, татары азиатские, забайкальские, европейские и кавказские. Вы знаете, я очень рад, что сегодня состоялось, идет такое мероприятие, и столько народов, тюркских народов здесь представлено. Тюрки это не народ, это целая цивилизация. Тюрки это очень древний народ, который разошелся по всей Евразии. Тюрки есть разных вероисповеданий, будь то шамаизм, будь то тенгрианство, будь то ислам, будь то христианство, иудаизм. У нас есть тюрки всех вероисповеданий. Также есть тюрки разной антропологии. Есть монголоидные, есть европеоидные, есть в Америке краснокожие, которые тоже говорят на тюркском языке. Это говорит о том, что мы древний народ, который разошелся во все стороны света. Вы знаете, когда берешь в руки атлас средних веков, напечатанный в Европе, там вот на сегодняшний день то, что называется Российской Федерацией, и даже больше, вот это евразийский кусок называется Татария. Это на картах европейских стран. Я хочу сказать, что мы, тюрки, народ, евразийский народ, который скрепляет Евразию. И русских тоже, если хорошенечко потереть, то оттуда татари выскочить. Поэтому хочу сказать, что это наша родина, Россия, это наша часть света Евразия, вернее, материк евразийский. Поэтому я очень рад, что состоялось такое мероприятие. Думаю, что это будет не первым и не последним. Нам надо собираться вместе, обсуждать и проблемы, и изучать свою историю. Спасибо. Что касается нашего уважаемого Мурата Аджи, как сегодня пожелали, подарив вам часы, чтобы еще 20 лет ваша деятельность только активизировалась и дальше. Я хочу сказать, что есть и, безусловно, и сторонники, противники, по-другому не бывает. Но хочу сказать одно с уверенностью, что за вами придут уже те, которые по вашим следам сделают, разложат все по полочкам так, что и Академии наук всех стран будут с этим соглашаться. Спасибо. Салам алейкум, хурматный джамат. Я представляю кумыкскую диаспору в Москве. И мое выступление было запланировано как бы отдельно, но я специально вышел вместе с Алей, нашим большим другом, чтобы уважаемый Мурат Ага воочию видел, что мы действительно единый народ, единой страны. Знаете, книгу в 93-м году, книгу «Полынь Половецкого поля» мне дал мой отец. Честно говоря, я не умел отличить полынь от герани, и толком и коня нормального не видел тогда, но вынужден был прочитать. Знаете, не только для меня это было откровением, эта книга. Я, наверное,
впервые ощутил глубину и мощь тюркской культуры, познал безграничное благородство тюркской души и ее чистую красоту. Наверное, поэтому женился на татарке сразу. А вот наш тогда еще совсем молодой художник Магомед Малакаев в 1997 году сразу после прочтения этой книги нарисовал вот этот вот карандашный рисунок. Это первое движение тюркской души, которое разбудил наш уважаемый Мурат. Ну и чтобы Мурат Агай знал, что Родина его знает, помнит, любит, чтит. Вот тут у меня в руках приветственный адрес. О присвоении Мурату Эскендеровичу Аджиеву почетного звания почетный гражданин муниципального образования Хасавюртовский район. С вручением благословения. И тут же постановление администрации этого района о выделении Мураду Аджи земельного участка в селе Аксай Хасавюртского района для индивидуального... Правильно! Район Аксай, Хасавюртовский район, это родина моих предков. То есть тех, которые оставили полный такой полновесный вклад в культуру и жизнь кумыкского народа. Мне это особенно приятно то, что сегодня вот я вот такой счастливый, что мне напоминает о моем прошлом. Сейчас Кавказ на сцену.
Татарский танец Джигитле. Добрый день, я признателен за приглашение, рад возможности сказать слова благодарности Мурату Искендеровичу за то, что он обогатил меня знаниями по теме, с которой я впервые познакомился около 40 лет назад, прочитав книгу Алжаса Сулейменова «Ас и я». С тех пор я смотрю на слово о полку Игореве глазами Алжаса Сулейменова. Кто не читал, очень рекомендую. Вот эта тема пробудила во мне интерес к истории актерского мира, и вот я его удовлетворяю, этот интерес, за счет ваших книг. Правда, не все прочитал, но, конечно, несбыточная мечта, и это невозможно, наверное, в нашей стране, чтобы все ученики в школьной программе изучали эти книги, но я думаю, что было бы очень хорошо, чтобы эти книги стали обязательными для учителей, тогда они смогут заразить своей увлеченностью учеников. Правильно. Книги и труд Мурада Искендеровича – это хороший пример того, что может сделать человек для своего народа. Конечно, каждый из нас не может последовать его примеру просто в силу того, что тут нужен особый талант. Но я думаю, что наш долг каждого из нас воспитать в своих детях и внуках любовь и уважение к истории и культуре своего народа. Это то, что в наших силах, и то, что мы должны делать, независимо от того, какой мы национальности. Большую часть своей жизни я, как многие здесь присутствующих, прожил в Советском Союзе. Было очень много хорошего в нашей стране и в нашей жизни. Были неприемлемые вещи, которые мы тогда понимали, некоторые как осознали. Про некоторые вещи мы поняли это потом. Но я очень признателен и своей семье, своим родителям и своей стране, в которой я вырос, за то, что она воспитала меня и за то, что она воспитывала всех нас интернационалистами. И поскольку меня представили тут как представителя партии «Яблоко», должен был быть Сергей Митрохин, но его сейчас нет в Москве, то я два слова скажу. Мы партия интернационалистов и уважаем людей всех национальностей и уважаем все религии. И мы партия людей, которые никогда не изменят своим принципам в угоду политической конъюнктуре или ради каких-то электоральных преимуществ. Вот. И я еще раз хочу подчеркнуть, что для меня большая честь выступать в зале перед такими уважаемыми людьми. Спасибо. Ну и как всегда мы заканчиваем номер выступления «Яблоко», тоже татарской демократической песни в исполнении известной бардовской певицы Раисы Нур. Городской житель, но так получилось, что и прясть шерсть умею, и корову доить. Но так вот пару раз в деревню свозили, и этого было достаточно. Но татарский язык, конечно же, забывается, хотя он в доме звучал. Вот. Поэтому, если кто-то расслышит акцент, это, мне кажется, не страшно. Я хочу спеть очень старую песню, очень старую. Она очень часто звучала у нас в Башкирии по радио. Вот. Называется она «Именнер Шаули». Я вот, извините, погодите, гитару слышно, нет?
yaşlarında bere bere bezle üzülüp silgeneden oldum küskününde bozul kengliğinde uğdırdı biz yaş imenler oldum küskününde bozul kengliğinde uğdırdı biz yaş imenler bizning ömür bilen yaşamışlar koplay jirler biz udartkan oşun birip yaşlı köşün jiger olar koro jirlerni biz udartkan oşun birip yaşlı köşün jiger olar koro jirlerni yorsu yıllar öter gider şu yolanga ikov kelermiz ömür maduruda iman şavlabusa yaşlık davamida diyermiz ömür maduruda iman şavlabusa yaşlık davamida Эта песня была специально подготовлена к этому вечеру. А помогал ей Талгат Мухамедов Касьедов, наш мультиинструменталист. Ну, я просто хочу сказать, что в последнее время я занимаюсь тем, что пишу песни для мультфильмов. Это очень далеко от всего, но знаете, вот татарские песни — это соль крови моей, правда. Можно в любую страну попасть, но нести свою культуру и передавать ее. Вот. Я это делаю как умею. Я вспомнила, как однажды сын мой пришел со школы, по-моему, это 6 класс был, и говорит: мама, мы проходили Куликово побоище. Ужас, что там было, ужас. Я говорю: расскажи, пожалуйста, сыночек, что там было. Он говорит: вначале челубей с Пересветом, значит, они 1 на 1 встретились, начали, значит, сеча началась, а потом пошли наши. Я говорю: сыночек, а ты скажи, где наши? Вот вопрос мы, конечно же, оставили открытым. Песня про татарку. И маленькое стихотворение, которое я читаю всегда перед тем, как петь эту песню, для тех, кто хотел бы меня неправильно понять. Внимала Божьим я старанием и вышла в этот мир большой с татарским недопокаянием, еврейским мусобразованием и очень русской душой. Невзначай напросился ты на чай, просто выявилась в доме заварка. Не гадал, не мечтал, так уж вышло, не знал, что нарвался дружок на татарку. Не гадал, не мечтал, так уж вышло, но не знал, что нарвался дружок на татарку. А татарка, ну как, без заварка, проходи к самовару кунак, нынче к чаю у нашей татарки золотистый душистый чак-чак. Нынче к чаю у нашей татарки золотистый медовый чак-чак. Чай попил, разомлел и забыл, что много дел, да и надо ли помнить о деле. Посмотри, как хорош край, в котором живешь, так за чаю в окно и глядишь.
метели. Посмотри, как хорош край, в котором живешь, как за чаем в окно и глядели. Не считали, да и не хотелось, сколько раз закипала вода, только в небе вовсю разгорелась вскоре чайная наша звезда. Только в небе вовсю разгорелась вскоре чайная наша звезда. Чай с душицей, аминь, занавеску задвинь. Говорю, занавеску задвинь-ка. Ой, скажу неспроста, ты моя красота, в твоей чашке гуляет чаинка. Ой, скажу неспроста, ты моя красота, в твоей чашке гуляет чаинка. Перепели все русские песни, перепели татарские, ах, и в приглядку с вершины небесной подпевали нам Бог и Аллах. И в приглядку с вершины небесной подпевали нам Бог и Аллах. Ну а сейчас перенесемся на холодный север. Вот у нас якутская община хочет что-то сказать. Где у нас якут выступает? Людмила Васильевна Павлова. Заместитель председателя якутского землячества. Это вы, да? Салям алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемый наш юбиляр, можно сказать. Ну, когда мы знакомились с вашим творчеством и еще познакомились буквально вот на сайте, ну, надо сказать, что не 20-летие, наверное, творческой деятельности, оно было уже гораздо раньше. Столько лет вы посвятили этому большому делу. И сегодня мы не случайно здесь пришли с нашим молодой порослью. Сегодня представляют здесь студенты разных московских вузов, потому что историю делают, конечно, прежде всего старшее поколение, но продолжает его молодежь. Поэтому мы сегодня пришли специально к вам с нашим молодым подрастающим поколением. Что я хотела бы сказать? В прошлом году мы отметили год России, год истории России. И вот надо сказать, что именно наши писатели, наши ученые, наши историки, вот как раз это вот именно ваш вклад, Мурат Эскандерович, вот это вот вклад в то, что в прошлом году у нас происходило. Но очень жалко, что это вот как-то он все-таки заключительный этап мог бы быть именно вот посвящен тем трудам, которые сегодня вот есть по истории народов России. И вот можно было бы это собрать. Ведь не случайно писатели много раз говорят о том, что сегодня большие проблемы с переводом. Поэтому многие народы не знают те произведения, которые делают писатели разных национальностей. Вот поэтому, конечно, переводческая вот эта литература, она должна стоять на первом плане. И сегодня совершенно правильно говорят по поводу того, что ваши труды на литературу, которую пишут и другие писатели, ученые, они должны стать достоянием в учебных заведениях. Не только, наверное, в средних общеобразовательных школах, но и в высших учебных заведениях. Вот сегодня наша молодежь особо интересуется. Сегодня они представляют дипломатическую академию. Люди, которые учатся в аспирантурах, в гуманитарных вузах, но есть и студенты, которые учатся и в технических вузах.
И сегодня они все с радостью вот встречаются с теми людьми, которые несут культуру своего народа. Мы стали практиковать в последние годы дни нашей республики Саха-Якутия в учебных заведениях. И очень отрадно, что эта вот инициатива наша была подхвачена, и теперь во многих высших учебных заведениях начали практиковать Дни национальных культур, где участвуют практически все регионы. Вот поэтому хотелось бы, вот и ваш культурный центр вносит большой вклад в развитие национальной культуры и для увековечивания истории всех народов России. Уважаемый Мурат Аджи, вот позвольте от имени постоянного представителя Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации вручить благодарность. Так, я прочитаю. По-якутски, ну вы, наверное, понимаете, раз занимаете тюрками, по-якутски благодарность – это махтал. Да. Постоянное представительство Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации. Махтал вручается Аджаеву Мураду Эскандеровичу, видному писателю, ученому, за вклад в исследование истории тюркских народов и проблем освоения северных территорий страны. Счастья, здоровья, благополучия и успехов во всех делах. С уважением, Александр Константинович Акимов. Ну и очень хотелось бы, чтобы вы посетили Якутию. И вот последняя книга замечательного фотожурналиста о современной Якутии и ее истории. Как песня называется? Благословение.
Вот если студенты так могут, а что же тогда делать профессионалы? Салям алейкум. Я буду говорить по-русски. Гаяр правильно сказал. Мурат мой старый друг. И первые книги он мне просто приносил и дарил. И эти книги потом по традиции начал все время дарить все. Но однажды, наверное, лет 10 назад, ко мне приехал в гости один крымский татарин. И вот он, когда он видел такую выставку книг Мурата, говорит, вот эту я читал, а вот эти я не читал. Схватил их все в охапку и пошел. Я говорю, ты куда? У вас здесь вы всегда достанете, а у нас там в Средней Азии. Нет. И ушел, так и ушел. Вот это о чем говорит? Говорит о том, что Мурат завоевал сердца крымских татар. Но это, конечно, было сделано не сразу. Я помню, когда он приехал в Крым с огромной, несколько пачек книг вот этой, его второй книги. Вторая книга, это вот, о которой сейчас речь шла, а первая книга в 1992 году изданная. Вот. А вторая книга – это «Полынь Половецкого поля». Вот. И ее все, конечно, читали. И он в Крым привез, и я познакомил его с Мустафой Джемилевым. И, в общем, мы там хорошо так-то. Он оставил книги, это в Крыму. А взамен, значит, Мустафа его наградил так, гонораром вот, за это. Вот. Но я здесь, конечно, хотел рассказать не только это, а и то, что все-таки Мурат не с Луны свалился. Все вот то, что вы пели дифирамбы, мне это тоже приятно, потому что он мой друг, а еще приятно, не только за то, что вы его читаете, а вот я недаром сказал, что он не с Луны свалился. У него были предшественники. Предшественники – это один из них крымский татарин, а другой русский.
вот русский предшественник – это Лев Николаевич Гумилев. Молодежь, его, наверное, здесь не все знают. А я, как старый уже человек и более раннего поколения, чем Мурат, я даже лично был знаком с Гумилевым и хорошо знал, как его гнобила советская власть. За что? А я вам прямо сейчас скажу. Именно за то, за что вы сейчас любите Мурададжи. Вот именно Гумилев первый в Советском Союзе сказал, что тюрки – это основа России, а все остальное – это производное уже. Но я не буду пересказывать всех идей Льва Николаевича Гумилева. Могу лишь только сказать, что за эти идеи его очень здорово наказывали, власть наказывала. В общей сложности он отсидел 14 лет. Но сажали его несколько раз, 6 раз. 6 раз сажали его только за то, что он провозглашал первенство татар. А все остальное это уже производное. Вот здесь кто-то процитировал Наполеона. Он сказал: «Поскреби любого русского и обнаружишь татарина». Совершенно верно. Это Наполеон, кстати, сказал. И Наполеон, будучи западноевропейцем, тем не менее, историю он хорошо знал. И знал, что европейская история познала тюрков давно, еще с Атилой. Но они не только боялись, но и ненавидели татар. Поэтому, когда Александр Невский обратился к Батыю с просьбой помочь ему в борьбе с орденом, немецким орденом, Батый ему дал небольшой отряд, очень небольшой отряд. Но когда немцы узнали, что у Александра Невского появилась крыша в виде этого небольшого отряда, они бежали, даже не пытаясь приблизиться к границам этого княжества новгородского. Так вот, татары сначала просто крышевали, будем так говорить по-современному, этих русских славян. А потом они смешались. Вот славяне, когда смешались с татарами, они стали называться тогда уже иначе, не славянами. А как называться? Ну, пришлось называться русскими. Хотя русы – это скандинавы. Это племя скандинавов, которое возглавляли, князья были скандинавами, а челядь – это русские. Второй предшественник еще раньше – это Гаспринский. Это тоже просветитель, но только из тюрков. И он первый, кто сказал, что надо всех тюрков объединить. Он начал издавать «Терджиман», газету для всех тюрков России. Вот. И он начал работать над языком, общим тюркским языком. Конечно, он не смог в своей жизни все это осуществить, но он стремился это делать. Заслуга Мурата заключается именно в том, что он объединил вот этих вот своих предшественников и достойно, я подчеркиваю это слово, достойно поднял это знамя
и нес его на протяжении вот этих 20 лет. Слава Богу, что он начал не в коммунистические времена, потому что тогда бы его просто сгнобили, как это сделали с Львом Николаевичем. Гумилев не единственный, кто пострадал от инквизиции коммунистов, то есть КГБ. Вот. А теперь я на этом все-таки хочу подчеркнуть, что слава Богу, что есть у нас такие мыслители, просветители, как Мурат Аджи, которые подняли вот достойно знамя своих предшественников и понесли, и несут. И благодаря вот Мурату Аджи вы узнали не только идеи Гумилева и идеи Гаспринского, но и много того, что они даже еще не успели раздобыть, а все это сделал Мурат. Поаплодируем. Ассаламу алейкум. Я хочу обратиться от лица крымской молодежи, сказать, Мурат ага, вы известны не только в ученых кругах, вас читает молодежь, мы вас знаем, мы вас всегда ждем в Крыму. В Крыму всегда чувствуете себя как дома, вы не первый раз были, и вы выступали в стенах Крымского государственного индустриально-педагогического института. Всегда у нас зал полный. Я даже помню в бытность студенчества, я учился в Турции. Ваша книжка тогда действительно произвела эффект разорвавшейся бомбы. Эта книжка была у студента одного кумыка. Потом мы ее увидели у балкарцев. Сколько мы не просили балкарцев, дайте нам эту книжку, они нам ее не давали. А дали они ее потом карачаевцам. Карачаевцы нам отдали эту книгу, она к кумыку так и не вернулась. Она была потребована, это была именно вот эта книжка «Мы из рода Половецкого». Она захватывает. Мы знаем свою историю, вы несете главную идею, которую должны мы все осознать. Я хочу завершить словами на родном языке, но я считаю, что это и ваш родной язык. Аталарымыз айтқаны кебек, Аллах бір-бірімізден айырмасын. Я хочу зачитать телеграмму. Уважаемый Мурат Бей, коллектив Республиканской Крымстарской библиотеки имени Гаспринского искренне от всей души поздравляет вас с 20-летием творческой деятельности. История во все времена была признаком цивилизованности и справедливости, а истинный историк является связующим звеном между поколениями. Труды, написанные вами, очень важны для восстановления истории тюркских народов и крымско-татарского в частности. Они занимают почетное место в фонде нашей библиотеки. Ваши произведения в рейтинге запросов читателей нашей библиотеки на протяжении многих лет занимают первые ряды. Надеемся, что вы еще не раз посетите наш благословенный край, и в самое ближайшее время из-под вашего пера выйдут значимые исторические сочинения. Желаю вам крепкого здоровья, больших успехов и заслуг на творческом поприще. С огромным уважением, директор Крымско-татарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского Гульнара Егяева. И мы хотим вам вручить вот эти часы. Это символ, это юдак, вы знаете, символ Крыма. Я сам, можно сказать, из этих, мы все из Крыма. Вот этой мечети, ее на самом деле нет. После того, как нас выселили в 1944 году, ее снесли. В этой мечети первую молитву услышали мои прадеды, деды, мой отец услышал. Мне не довелось, потому что ее потом снесли. Мы хотим, чтобы эти часы вам подарили каминные часы, а мы настенные. Чтобы они у вас висели и напоминали вам, чтобы вам было много здоровья, чтобы у вас было много здоровья, чтобы вы еще трудились на благо всего тюркского мира. Спасибо вам. Мы, конечно, не из Дагестана, не Кумыки, у нас нам свою землю приходится самозахватывать, а мы называем самовозврат. Будет возможность, присоединяйтесь к нам на самозахват в Крыму. Спасибо. Еще раз крепкого здоровья.
обладает замечательным голосом. Он сейчас его вам продемонстрирует. Sıra sıra cezveler kaynıyor kaynıyor. Sıra sıra cezveler kaynıyor kaynıyor. Ali'nin kaşları oynuyor oynuyor. Ali'nin kaşları oynuyor oynuyor. Yandım aman yandım aman yandım. Ali'ye maşallah. Maşallah bembeyaz vermeli Ali'nin elleri çevirdi çevirdi Ali'nin dişleri bembeyaz vermeli Ali'nin dişleri bembeyaz vermeli yandım aman yandım aman yandım Ali'ye maşallah. Yandım aman, yandım aman, yandım Ali'ye maşallah. Olmamalı, olmamalı, derdine bir çare. Olmalı, olmalı, derdine bir çare. Doldur bir canım, içe bir kadeh. Doldur bir canım, içe bir kadeh. Yandım aman, yandım aman, yandım Ali'ye maşallah. Kahvesine, çevresine, hep Ali'ye maşallah. Это был музыкальный подарок украинских татар. При подносе, когда приходят гости, подают кофе. Песня была о кофе, о турке, джезвеле, так и называется. Музыкальный подарок вам. Спасибо. Sağ olun.